Сегодня на сцене Коми Республиканской филармонии «Сысольские святки», ставшей уже традиционной в эти дни программу, представит государственный ансамбль «Асия-Кыа». Затем артисты отправятся с ней по районам республики. Где выступят, узнала Ольга Макарова. В партитуре одной из самых известных музыкальных постановок ансамбля «Асия-Кыа» почти четверть века. Премьера «Сысольских святок» состоялась в Сыктывкаре в 1996-м. С того момента изменилась лишь хореография, стала намного сложнее. Все остальное от музыки, текста и вплоть до мельчайших деталей в декорациях и костюмах осталось таким, как задумывал автор Виктор Морозов. Меха, вот эти парчевые шубейки, бархатные юбки, ботиночки – все это соответствует той эпохе. Костюмам, я думаю, и я знаю, что подходили особенно тщательно. Все было выверено, все было наблюдалось, все изучалось. На фоне Усть-Сысольска конца XIX века под музыку Виктора Морозова, Лидии Чувюровой и Михаила Герцмана на сцене разворачивается история любви красавицы Сандры и удалого парня Ильи. Хороводы, игры, колядки, гадания и даже церковные распевы. Зритель погружается в таинственную атмосферу, пожалуй, самых загадочных вечеров года, когда крещенская вода в итоге помогает очиститься даже от самого страшного проклятия. Возможность увидеть святочную историю будет не только у жителей Сыктывкара. Впервые с этой постановкой ансамбль отправляется на гастроли в Сыктывдинский, Прилузский и Усть-Куломский районы. И там, где позволяет площадка нам разместиться, и декорации, и вся масса. То есть этот спектакль, он очень масштабный по количеству людей и по декорациям. Поэтому на маленькой площадке мы не сможем показать. В планах объездить всю республику и, в частности, северные города – Воркуту, Усинск, Печору. Показать зрителям не только «Золотой фонд», но и премьерные спектакли, поставленные к 80-летию государственного ансамбля. Ольга Макарова, Владимир Шишкунас, Вести Коми.